Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Я Мурат Курбанов, лидер демократического выбора Туркменистана, народного движения. Сегодня я бы хотел с вами переговорить нашей коммуникации ДВТ с центром ОБСЕ в Ашхабаде и ОБСЕ в Брюсселе, ОБСЕ в Варшаве. Я хочу вам напомнить нашу историю, которая до сегодняшнего дня случилась. Это мы неоднократно связывались с центром ОБСЕ в Ашхабаде, так и не смогли с ней связаться, с этой женщиной, которая является послом ОБСЕ в центре в Ашхабаде, Ашхабадского центра, которая обычно занималась плясками, танцами и посещениями вечеринок, организованными диктатором Бердымухамедовым. Этот человек никогда даже не рассматривал вопрос относительно прав человека в Туркменистане. Этот человек туда приехал из Беларуси только отдыхать. Посещала все мероприятия, значит, вечеринки, танцевала там. Есть очень много видео. Мы в одном видео показали это. На основе этого мы попросились, значит, в Варшаву выступить там на очередном заседании ОБСЕ по правам человека. Нас туда не допустили. По одной причине, что испугались. То есть зарегистрировали в августе 2020 года. А когда 8 марта это начиналось, значит, нашли много причин, что вот мы не записаны, вот вы извините, там миллион причин. Я целый день общался с ними, им объяснил, что я буду жаловаться. Я написал 13 вопросов председателю ОБСЕ в Брюсселе, его заместителям, Европарламенту, председателю Европарламента, евродепутатам во Франции, с некоторыми я общался. В этих 13 вопросах я доказал логично, что туркменский офис центра ОБСЕ ничего не делает. Варшавский ОБСЕ центр, который находится в Варшаве, проплачен туркменскими послами. Я это смог им доказать. Они что сделали? Они убирают, значит, находят причину, убирают этого посла в Туркменистане. Эту женщину, которая приехала танцевать, делать пляски, плясать и прославлять диктатора Бердымухамедова. Теперь новая история. Я хочу вас ознакомить еще раз с работой центра ОБСЕ в Ашхабаде. Я сегодня им позвонил, хотел поднять тему защиты прав человека в Туркменистане. Потому что это является одной из основных задач центра ОБСЕ в Туркменистане. То есть продвижение демократии, продвижение свободы прав человека и продвижение человеческих ценностей в Туркменистане. Как всегда, я позвонил, и мы сейчас услышим результаты этих звонков. Пожалуйста, мой первый звонок в центр ОБСЕ сегодня, 3 июня 2021 года, в 15 часов 10 минут. Центр ОБСЕ в Ашхабаде, пожалуйста, наберите внутренний номер или дождитесь ответа оператора. Yahoo Ашхабад'daki merkezi, işareti номера ayılan ya da operatora bağlaşın. Центр ОБСЕ. Здравствуйте. Добрый день. Извините, меня зовут Мурат Курбанов. Я являюсь лидером народного движения «Демократический выбор Туркменистана», зарегистрированный во Франции. Я бы хотел переговорить с вашим руководителем, господином Джоном Макгрегором. Еще раз представьте, как вас зовут? Меня зовут Мурат Курбанов. Одну минуту. Одну минуту. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Мурат Курбанов. Я бы хотел переговорить с руководителем вашей организации Джоном Макгрегором. Он сейчас недоступен, я вас могу на нашего национального юриста перевести. Знаете, я звоню из Франции, да? Заявку, да. Я звоню из Франции, я являюсь лидером демократического движения
демократический выбор Туркменистана, зарегистрированный во Франции, я бы хотел пообщаться по-французски с господином Макгрегором, если это возможно, конечно. Он недоступен, но я сейчас вас направлю на нашего вот юриста, он вашу заявку примет. Хорошо? Секундочку. Ну, моя... Алло? Ну, вот так вот звонки останавливают, не берут телефон, используют административные методы, чтобы не отвечать. Но мы позвоним еще раз. Вот, дорогие друзья, дорогие туркменистанцы, смотрите, я часто звоню в центр ОБСЕ Туркменистана. Это уже моя вторая партия звонков. Вот они что делают? Им звонишь, они типа соединяют, потом сбрасывают, потом как-то, когда ты вторично звонишь, вообще на охранника кидают, говорят, никого нету в центре ОБСЕ. Потом, когда ты начинаешь говорить, что как это нету, я только что разговаривал с секретарем там, и так далее, он говорит, что перезвоните на следующей неделе или там на следующий день, пока никого нету. Вот. Я им говорю, что я буду жаловаться и так далее, перезвоню через 5 минут, напомните этому секретарю. Вот. Через 5 минут я звоню, они выключают телефон с розетки, чтобы телефон вообще не отвечал. То есть это европейский центр ОБСЕ в Ашхабаде. Обратите внимание, европейская организация ОБСЕ, Объединенных Европейских Стран Демократических в Ашхабаде. Даже они превращаются в коррупцию, даже они превращаются в ту организацию, которая скрывается, как в Туркменистане. В Туркменистане все скрыто, поверьте. Это криминальная история. Вот самое приятное в этом разговоре была музыка, классическая симфония. Давайте мы посмотрим мой второй звонок, значит, сразу после этого. Я, как порядочный человек, подумал, что сброс произошел там, ну, коммуникация не сработала, и решил позвонить второй раз. Давайте послушаем. Центр ОБСЕ в Ашхабаде. Пожалуйста, наберите внутренний номер или дождитесь ответа оператора. YHXZ'nin Ашхабад'daki merkezi. İçerki nomeri ayılan ya da operatora bağlaşın. Центр ОБСЕ. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мурат Курбанов. Я являюсь лидером демократического движения, зарегистрированного во Франции «Демократический выбор Туркменистана». Я бы хотел пообщаться на французском языке с господином Джоном Макгрегором. Если это невозможно... Секретарши. Не понял. Вас только что соединяли секретарши? Меня соединяли, но телефон сбросился. То есть она пыталась меня соединить с адвокатом или юристом, но телефон сбросился. То есть поэтому я заново вам звоню.
Одну минуту стойте, на связи будет. Сейчас я соединюсь. Одну минуту. Спасибо. Алло. Алло, да. Вы можете завтра перезвонить? Да, вы можете мне назначить рандеву? Говорить уже помощником посла, обговорить, и потом вам все данные все скажут. Я вам сейчас в охрану попали в данный момент. В данный момент охрану. А они не берут телефон. Они испугались, как Вы всегда. завтра, пожалуйста, позвоните после 9. А сегодня уже нельзя, что ли? Они уже не возьмут телефон сегодня? Не в том, что не возьмут, на работе нет людей. Почему нету? Я ведь не могу вам все закладывать по полностью. Не, это понятно. А рабочий же день почему нету? Ну я откуда знаю? Мне никто это не докладывает. Не, ну они только что же отвечали мне. Она хотела соединить меня с юристом, только что ответила. Она сидела на работе. Этого человека на месте нет. Поэтому... Да, ну если на месте нет, я бы хотел опять с этой секретарем поговорить. Почему, говорит, на работе нету? Вы позвоните, пожалуйста, завтра. Вы знаете, я сейчас перезвоню опять, вы ей передайте. Если она не ответит, то я в ОБСЕ сейчас в Брюссель позвоню и пожалуюсь. И напишу огромное письмо в проверочный отдел и самому президенту этого ОБСЕ, и им, вице-премьерам. Плюс я найду евродепутатов, которые являются членами ОБСЕ, да, я пожалуюсь, я огромное письмо напишу. Попросите ее поднять телефон. Я сейчас перезвоню через 5 минут. Попросите, пожалуйста, поднять телефон. Эти игры административно не надо делать, потому что я все равно с Макгрегором переговорю. Или по телефону, или по e-mail. И я все это опишу, то, что они делают. Так нельзя делать. Вы публичная организация, вы официально зарегистрированы. Я официальное лицо. Я зарегистрированная организация во Франции. Я звоню господину Макгрегору. Перезвоните еще раз. Окей, договорились. Вот, дорогие друзья, дорогие туркменистанцы, дорогие слушатели этого видео, я обращаюсь к госпоже Ан Линда, министру иностранных дел Швеции, который сегодня возглавляет ОБСЕ Европы. Там через каждые 6 месяцев какой-то министр иностранных дел или президент возглавляет, значит, это ОБСЕ. Вот так сотрудники центра, вашего ашхабадского центра ОБСЕ, вдруг исчезли, нету их на работе, вдруг они не работают. Я звонил 15:10, они на работе отвечают, пытаются якобы с кем-то соединить, в 15 сбрасывают телефон, в 15:24 я звоню, перезвонить, подумав, что, ну, там, телекоммуникация плохо обошлась, там, или что-то произошло, там, техническая проблема. Они переключают на охранника, и охранник мне говорит, что сегодня ОБСЕ не работает. Как вы хотите, чтобы граждане Туркменистана могли обращаться в ОБСЕ для защиты своих прав? Вот объясните мне, пожалуйста. Господин Джон Макгрегор, вы уроженец Ванкувера, бывший канадский военный, морской офицер с 30 годами службы в военной форме, занявший свой нынешний пост главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде с 1 мая 2021 года. Вы защищали во всем мире демократию, вы защищали свою страну. Теперь вы занимаете должность главы Центра ОБСЕ Туркменистана. Вы посол демократического сообщества в Туркменистане для продвижения демократических принципов, демократических ценностей, человеческих ценностей. В Туркменистане нарушаются все человеческие ценности, все человеческие права. Уже какой год? 30 лет. Сегодня это является вторая диктатура в мире после Северной Кореи. Как вы можете так держать своих сотрудников, которые просто обманывают в наглую всех? Я лидер ДВТ, Демократического выбора Туркменистана, народного движения, зарегистрирован во Франции. Я звонил как официальное лицо в официально существующее представительство европейского сообщества, Центр ОБСЕ в Ашхабаде. Ваш центр – это Филькина грамота. Это я не знаю что. Я звонил в посольство
Туркменистана во Франции, они отвечают, разговаривают. Мы считаем их диктаторской страной. Вы, ваш центр, со всеми сотрудниками МХМ, бывших КГБ, которые являются директорами ваших вот направлений. У вас что, глаз нету? Или вы решили кого обманывать? Господин Джон Макгрегор, вы продолжаете, как ваш коллега, обманывать туркменский народ. Прекратите. Мы уже идем к победе. Этот диктаторский режим идеологически мы победили. Нам осталось физически победить. Поверьте, когда мы придем туда, в первую очередь мы прогоним вас, таких как вы, которые закрывают глаза и танцуют с диктатором на всех вечеринках. Вы будете работать или вы пришли, как французский посол бывший, фотографии делать блюд, отдыхать, туризм устроил? Чем вы занимаетесь? Вы получаете наши налоги, налогоплательщиков Европы. Вы должны отстаивать интересы демократических ценностей, демократических принципов. Чем вы занимаетесь там? Чем занимаются ваши сотрудники? Если вы дали им указание такое, тогда так скажите, мы не будем вообще туда звонить. Я вам официально напишу письмо, по e-mail отправлю. Эти все ответы я отправлю в ОБСЕ, в центр, отправлю в ООН, отправлю во все Министерства иностранных дел Европы, во все, всем президентам Европейского сообщества. Мы должны показать, что вы там делаете. Вы вместе с диктатором творите такие вещи. Если где-то здесь расскажешь, никто не поверит. Вот я решил открыть это все. Я хочу теперь поставить третью запись. Значит, я попал на охранника, на security, который мне объяснил, что сегодня никто не работает, к сожалению. Я объяснил, что перестаньте обманывать. Я сейчас перезвоню и напомните, что я буду жаловаться. Тем не менее, смотрите, что произошло. Мой третий звонок. Мы пытаемся еще раз перезвонить в Ашхабадский офис ОБСЕ. Посмотрим на результат. Второй раз нас, как говорится, задинамили, отправили на охрану, типа никого нету на работе. А первый раз ответили и хотели соединить. Секретарь работал, хотел соединить. Теперь телефон вообще не работает. То есть звонишь туда, ну просто он выключен. Еще раз попробуем набрать, посмотрим, что произойдет. И вот так вот работает ОБСЕ. Сейчас мы набираем еще один раз. Официальный телефон, официальная организация, международная, которые должны отвечать. Сегодня в Туркменистане 14 часов, то есть 15 часов 24 минуты. Сейчас. В это время все должно работать. Секретарь есть, они зарплату получают, есть руководитель. Он может быть в отъезде или на переговорах, но все равно, вот видите, то есть сброс идет полностью. То есть они полностью отсоединили от электричества телефон, чтобы мы не звонили. Ничего страшного, мы позвоним в ОБСЕ в Брюссель. Спасибо. Дорогие туркменистанцы, вот я хочу показать, что Европа нас защитит, Европа нам поможет. Никто не поможет. Вот обратите внимание, третий раз они просто выключили телефон. Это была установка господина Джона Макгрегора, или эта установка с Брюсселя идет, это уже не принципиально. Принципиально, что они не работают, и они никакие демократические принципы в Туркменистане не делают, не двигают. Поверьте, они критикуют Россию. Я сейчас позвоню в российское посольство, там ответят, поговорят и, может быть, даже предпримут какие-то меры. Хотя я лично считаю, что Россия диктаторская страна. Госпожа Ан Линда, министр иностранных дел Швеции, я к вам обращаюсь. Вот так ваш центр в Ашхабаде работает. Точно так же приблизительно центр работает в Варшаве. Мы к Варшаве еще вернемся. Вот смотрите, какие права человека? О чем вы говорите? Туда прийти невозможно. У входа стоит милиционер. Туда зайти невозможно. Отправьте туда проверку, посмотрите. С этой проверкой я готов с вами вылететь туда. Давайте поедем, посмотрим, поговорим. У нас есть пакет документов по нарушению прав человека. Конкретные факты. Вы, конечно, это не сделаете. Я понимаю.
Туркменистан где, вы где. Туркменистан никому сегодня не нужен. Туркменистан нужен только туркменскому народу. Поэтому я обращаюсь к туркменскому народу. Дорогие соотечественники, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы должны эту страну, свою родину освободить от диктаторского режима. Больше нам никто не поможет. Я бы хотел в связи с этим официально обратиться к главе ОБСЕ, Центра ОБСЕ в Туркменистане. Мое обращение считайте как видеозаявление, видеообращение господину Макгрегору, послу Центра ОБСЕ в Туркменистане. Здравствуйте, господин посол Макгрегор. Я, Курбанов Мурат, лидер народного движения «Демократический выбор Туркменистана», зарегистрированный во Франции в 2020 году, официально хотел бы к вам обратиться. Я хотел бы с вами переговорить по телефону или по Zoom, визуально. Тема разговора – нарушение прав человека в Туркменистане. Смогли бы вы в четверг, 17 июня в 15:00, время ашхабадское, освободиться и провести со мной телефонные переговоры на тему систематических нарушений правительством Туркменистана, а именно Бердымухамедовым, президентом Туркменистана, прав человека? У нас есть конкретные факты по этому вопросу. Мы хотели бы, чтобы вы в своих встречах с правительством Туркменистана подняли этот вопрос. К сожалению, у меня больше не было никакой другой возможности с вами связаться, так как ваши сотрудники прячутся, обманывают, чтобы с вами не соединять, бросают телефон, и если мы перезваниваем, вообще отключают телефон от электричества. Не думаю, что этим самым методом можно бороться эффективно против нарушения прав человека в Туркменистане. Нам, конечно, странно и непонятно было действие прошлого посла, которое вместо того, чтобы помогать соблюдению прав человека в Туркменистане, танцевала вместе с диктатором Бердымухамедовым на вечеринках, организованных бесплатно. Естественно, закрывала глаза на все нарушения. Надеемся, что вы, как военный офицер с 33 годами службы своей родине и защите демократии во всем мире, не будете прятаться, как ваши сотрудники, а проведете серьезный диалог с нами на тему нарушений прав человека в Туркменистане. Помогите открыть интернет в Туркменистане. Помогите туркменскому народу в простом доступе на каналы YouTube. Помогите миллионам туркменистанцам вернуться на свою родину в Туркменистан, которые застряли за пределами Туркменистана. Диктатор Бердымухамедов закрыл границы Туркменистана, ограничил интернет, препятствует возвращению на родину граждан Туркменистана. Они уже 1,5 года сидят там за границей, их надо срочно эвакуировать в Туркменистан. Им не продлевают паспорта. По личному указанию устному Бердымухамедова им вообще не продлевают паспорта. У многих закончились паспорта. Они систематически обращаются в посольство Туркменистана, где говорят: мы не решаем, обращайтесь к Бердымухамедову. Вот так половина граждан Туркменистана находится за пределами Туркменистана. А вы говорите права человека. Вот такие нарушения происходят в Туркменистане. У нас есть конкретные факты на руках. Мы бы хотели с вами это обсудить. Помогите гражданам Туркменистана. Нужна срочная эвакуация 1,5 миллиона граждан Туркменистана на свою родину. С надеждой быть услышанным, с уважением, Мурат Курбанов. Дорогие туркменистанцы, это было мое официальное обращение послу Центра ОБСЕ в Ашхабаде Макгрегору. Теперь я обращаюсь на французском языке к этому послу Центра ОБСЕ в Ашхабаде Макгрегору. Bonjour, monsieur ambassadeur Macgregor. Je suis Kurbanov Murad, le leader du mouvement populaire Choix démocratique du Turkménistan, enregistré en France en 2020. Je souhaite changer avec vous, par téléphone ou par Zoom, quelques questions. Le sujet de conversation est la violation des droits de l'homme au Turkménistan. Pourriez-vous être libre le jeudi 17 juin à 15h, heure d'Ashgabat, et avoir des entretiens téléphoniques avec moi sur le thème
des violations systématiques de droits de l'homme par le gouvernement du Turkménistan. Nous avons fait concret sur cette question. Nous aimerons que vous soulevez cette question lors de vos réunions avec le gouvernement du Turkménistan. Malheureusement, je n'ai pas plus eu d'autres possibilités de vous contacter, car vos employés se cachent, trompent pour ne pas se connecter avec vous. Ils lâchent le téléphone et si nous vous rappelons, ils déconnectent complètement le téléphone du réseau. Je ne pense pas que cette méthode même puisse être utilisée pour lutter efficacement contre les violations des droits de l'homme au Turkménistan. Bien sûr, nous étions étranges et nous n'avons pas compris les actions de l'ancien ambassadeur qui a, au lieu d'aider au respect des droits de l'homme au Turkménistan, a dansé avec le dictateur Berdimuhamedov. Lors de fêtes libres et a naturellement fermé les yeux sur toutes les violations. Nous espérons que vous, en tant qu'officier militaire, avec 33 ans de service dans votre patrie et dans la défense de démocratie dans le monde, ne vous cacherez pas comme vous employez, mais vous mènerez un dialogue sérieux avec nous sur le sujet des violations des droits de l'homme au Turkménistan. Aider à ouvrir Internet au Turkménistan, aider le peuple turkmène avec un accès facile aux chaînes YouTube, aider des millions de Turkmènes à retourner dans leur patrie. Le dictateur Berdimuhamedov a fermé les frontières, restreint Internet et fait obstacle au retour de citoyens turkmènes dans leur patrie. Il maintient les frontières du Turkménistan fermées à ses citoyens depuis 1 an et demi. Berdimuhamedov a publié un décret interdisant le renouvellement de passeports de plus de 2 millions de citoyens turkmènes, contraints de rester en dehors du Turkménistan. Aider les citoyens turkmènes. Nous avons besoin d'une évacuation urgente d'1,5 million de citoyens turkmènes vers leur patrie, dans l'attente d'être entendus. Синцероман Мурат Курбанов. Дорогие туркменистанцы, это было мое официальное обращение господину послу Центра ОБСЕ в Туркменистане МакГрегору. Это обращение я сделаю и в письменной форме. Я отправлю во все инстанции, всем министрам иностранных дел, европейским иностранных дел министрам. Я отправлю во все посольства Туркменистана с аудиозаписями, чтобы заставить, наконец-то, Центр ОБСЕ работать в Туркменистане. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Спасибо.